С каждым годом события Великой Отечественной войны отделяются все дальше и дальше во времени, становясь для молодого поколения обычной историей. Восстановить их и не забыть помогают труженики тыла, наши бабушки и дедушки. Наш следующий материал о Зинаиде Князевой. Она участвовала в строительстве аэродрома Маган. Дети войны и ветераны тыла. У всех у них разные судьбы, но всех объединяет общая трагедия. Это невосполнимая потеря прекрасного мира детства. Сегодня они как бы заново переживают то время, ведь многие из них потеряли на войне своих родных и близких людей. Вся их жизнь изменилась, перевернулась. Самое главное, мы поняли, что все уходит в историю. Страдания людей, разруха, голод военные и послевоенные годы. Сегодня наше поколение имеет возможность прикоснуться к прошлой войне в воспоминаниях живых свидетелей того времени. 400 грамм там мне давали черного хлеба. Пока несешь с хлебного съешь, а потом что целый день есть, да. Ну, не падали духом, я вот помню. Собирали посылки на фронт, письма писали. Все время в движении, конечно, были. Зинаида Николаевна Князева в годы войны училась и работала вместе с матерью и отцом в городе Якутске на строительстве аэродрома Маган, как и тысячи якутских девчонок и мальчишек того времени. И мы жили в рабочем городке, еще помню, Леонгарда 8. Общежитие было такое большое. Вот там все работали на строительстве этого аэродрома. Она отчетливо запомнила День Победы, который ее семья встретила в Якутске. Это событие 14-летняя школьница до сих пор хранит в своей памяти. А победу я как раз 6 класс заканчивала, якутский. И говорю, так хорошо помню, еще знамя мне дали, столько радости, на парад такой был. Слез было, кто в гармонии играет-то. Ой, столько радости было, кто-то плачет, это вот все помню. Такая радость была, и вот что-то я знамя несла, такая гордая. Значит, вот День Победы встретили. Есть события, значение которых не тускнеет от неумолимого бега времени. Каждое прошедшее десятилетие с возрастающей силой подчеркивает их величие, их роль в истории. К таким событиям относится и День Победы. Юрий Владимир Таюрский, НВК Сахаусь, Майский Улус.